Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я его ведущая Наала Кови. Сегодня в программе. Бадра Гунба ознакомился с современными образцами вооружения, специальной техники и оборудования, поступившими в Абхазскую армию от Российской Федерации. В селе Лабра Учимчирского района готовится к запуску новый завод по производству молочной продукции. С 1 июня специалисты приступили к оснащению счетчиками многоквартирных домов в поселке Гулрыбш на улице Площадь Конституции. Президент Абхазии, главнокомандующий вооруженными силами Бадра Гунба, ознакомился с современными образцами вооружения, специальной техники и имущества, поступившими в Абхазскую армию, в том числе переданными в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. Президента сопровождали вице-президент Беслан Бигвава, министр иностранных дел Олег Барцыц, министр обороны Беслан Цвижба, начальник генерального штаба ВС Владимир Савченко. В перечень оборудования, предоставленного России, входит инженерное оборудование, современные средства общего назначения, а также имущество радиационной, химической, биологической защиты. Глава государства также осмотрел технические средства, которые уже стоят на боевом дежурстве и активно осваиваются личным составом. Среди них комплексы связи, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотные летательные аппараты различных модификаций, позволяющие вести разведку и мониторинг обстановки в режиме реального времени. В ходе визита главнокомандующий проверил учебный процесс и условия подготовки курсантов в Сухумском ВОКу, а также ознакомился с обучением курсантов учебного центра. Дополнительно президент осмотрел парковое хозяйство и прилегающую территорию оборонного ведомства. Министр обороны и начальник генерального штаба доложили главе государства о ходе боевой подготовки войск и интеграции новых образцов вооружения в учебный процесс. Президент также лично понаблюдал за подготовкой специалистов и практическими занятиями подразделений БПЛА. Есть средства, которые действительно ранее не были у нас на вооружении, как раз-таки в рамках и современных условий ведения боев. Это необходимое имущество. Этот контакт налаживается, работы по взаимодействию осуществляются на высшем уровне. В рамках нашего посещения оборонного ведомства посетили СВОКу, училище, где готовятся наши военные специалисты. Хотел бы отметить высокий уровень дисциплины, профессионализма преподавательского состава. Как раз-таки благодаря работе этого училища у нас есть возможность пополнения нашей армии профессиональными офицерами. Все необходимые мероприятия по поддержке оборонного ведомства они продолжаются и будут наращиваться. Делегация Министерства обороны Абхазии приняла участие в 8-м международном военно-морском салоне «Флот-2026», который проходил с 10 по 14 июня в городе Кронштадте. Салон, традиционно имеющий высокий международный статус, объединяет представителей ВМФ России, государственных структур, крупнейших предприятий и ведущих экспертов отрасли. В рамках деловой программы салона состоялась официальная встреча заместителей министра обороны Абхазии Давида Бжания и Вадима Куртава с главнокомандующим военно-морским флотом РФ, адмиралом флота Александром Моисеевым. Давид Бжания выразил командованию ВМФ признательность за высокое качество взаимодействия, проявленное в ходе реализации совместного проекта по строительству пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Очимчира. Председатель службы госбезопасности Дмитрий Дбар поздравил руководство, преподавательский состав и выпускников Академии ФСБ РФ с выпуском офицеров Академии. Сегодня мы живем в сложное время, когда Российская Федерация ведет специальную военную операцию, отстаивая свои интересы и безопасность. В этот период Абхазия остается верным союзником России. Наша страна твердо стоит на стороне братского народа, разделяя общие цели и ценности. Именно сейчас особенно важно воспитывать и готовить достойных
достойных офицеров, тех, кто будет способен отвечать вызовам времени, защищать национальные интересы и укреплять безопасность наших государств. Совместная работа в сфере подготовки кадров – это не просто сотрудничество, а стратегическая необходимость, залог стабильности и процветания наших народов, говорится в частности в поздравительном адресе. В селе Лабра Очимчирского района готовится к запуску новый завод по производству молочной продукции. Инвестиционный проект реализуется при финансовой поддержке Российского банка ВТБ в рамках программы льготного кредитования. Когда местная молочная продукция появится на полках магазинов, расскажет Гугуца Вардания. Сыры, молоко, сливочное масло. Отсюда вся эта молочная продукция будет поставляться на местный рынок. Несмотря на то, что завод запущен в тестовом режиме, здесь уже работает около 25 человек. И все местные жители. Я живу в Очимчирах. Нас обучали, конечно же, стажировку мы проходили, здесь нас обучали итальянцы. Переводчик нам переводил, что, как, чему делать. И по чуть-чуть, постепенно мы этому научились. Ну, как я услышал, как вот нужны были рабочие сюда, я сразу приехал, оставил свою анкету, мне сразу же набрали. Житель села Кутол Тимур Кваранзе работает здесь оператором. Узнал о вакансии на новом предприятии и сразу решил попробовать свои силы. Главный плюс – производство находится рядом с домом и зарплата достойная. Всему необходимому Тимура обучили прямо на рабочем месте. Здесь близко, рядом с этим заводом живу. И я услышал то, что нанимают рабочих. Я подошел. Я сказал, что хочу работать, и также меня приняли. Ну, изначально для меня это было как-то чуть-чуть удивительно, потому что я в такой сфере ни разу не работал, никогда. Тут были технологи с Италии, нас обучали, и мы по чуть-чуть уже как бы знаем, запускаем сами. И таких специалистов здесь скоро станет больше. В планах руководства расширить штат до 50 человек. Масштабы завода и современное оснащение цехов действительно впечатляют. Оборудование итальянское. В перспективе здесь планируют выпускать до 20 наименований различной молочной продукции. Мы уже заключили контракты основные на поставки сырья. Мы получаем это сухое молоко цельное из Беларуси, сливочное молоко также из Беларуси, и остальные расходные материалы тоже к нам будут приходить из Российской Федерации. Во время тестового режима мы уже фактически определились, что из них нам лучше всего подходит. Технологи определились с составом цельного молока, с тем, что они будут выпускать, а мы уже имеем понимание, какую нам использовать, какие бутылки, какая бумага, какая комплектация, какие этикетки. Вот это все мы имеем понимание. До запуска нового молочного завода в селе Лабра остаются считанные дни. На предприятии завершаются последние приготовления. Новый объект имеет важное значение для республики. Его мощности позволяют перерабатывать до 20 тонн сырья в сутки, что может покрыть около 60% потребностей внутреннего рынка Абхазии. На данный момент пусконаладочные работы практически завершены. Лаборатории запущены, а персонал распределен по цехам. Первую готовую продукцию планируется получить уже через 2-3 недели. На начальном этапе сырье будут поставлять из России и Беларуси. Как пояснил генеральный директор завода Батал Дябшва, в Абхазии пока нет крупных фермерских хозяйств, способных стабильно обеспечивать предприятия необходимыми объемами сырья. Но если появится возможность закупать качественное молоко у местных фермеров, то завод задействует его в работе. Нету такого количества молока, нету, к сожалению, пока ферм, которые могут обеспечить такое производство. Для любого производителя, который занимается выпуском молочной продукции, конечно же, было бы большим подспорьем, если бы где-то рядом находилась бы ферма или какое-то предприятие, которое давало бы нам цельное молоко. У нас, во-первых, стоит на такой случай линия приемки цельного молока. У нас отдельно она выработана, она отдельно стоит. Мы бы, если такая была бы возможность, мы бы это цельное молоко бы с удовольствием бы его приняли. Мы уже заключили один контракт на доставку этого молока цельного для некоторых видов продукции. Мы заключили контракт, он будет, мы собираемся его привезти из Адыгеи.
Мы уже заключили, да, предварительно с ним уже имеем договор. Срок доставки там по времени у нас уходит около 10 часов по логистике, как говорится. Но, честно говоря, по цене и по качеству это оно намного превосходит. Если, допустим, мы бы на сегодняшний день покупали молоко по той цене, по которой как бы продается на абхазском рынке. Там вот цена где-то около 100 рублей за литр молока. В первую очередь завод запустит линейку молока нескольких видов и кефир. Отдельный цех займется йогуртами как классическими питьевыми, так и протеиновыми. Также планируется наладить выпуск творога и сыра, а в перспективе выйти на производство собственного сливочного масла. Продукция предприятий будет конкурировать с аналогами по цене, но, по словам директора завода, главным приоритетом остается высокое качество. Наша продукция, она небольшого срока хранения, как говорится. Она где-то ориентировочно, там молоко если брать, от 28 до 31 дня. Это почему? Потому что мы вот просто фактически напрочь оказались и задачу нашим технологам поставили. И тот ГОСТ, который они уже подготовили для той продукции, которую мы будем выпускать, она будет состоять только исключительно из вот натурального сухого молока и из сливочного масла. Молочный завод в Лабре станет одним из ключевых налогоплательщиков Очимчирского района. Ожидается, что ежегодное отчисление в местный бюджет составит около 15 миллионов рублей. Проект реализован в рамках государственной программы льготного кредитования на 2022-2025 годы. Я хотел бы отметить, что вот это уже третий завод по льготному кредитованию, да, который в Очимчирском районе открывается в течение 2-3 лет. На сегодняшний день мы большие связываем надежды именно с этим заводом по бюджету образования. В принципе, мощности этого завода достаточно, чтобы полностью перекрыть потребность абхазского рынка. Уже в начале июля молочный завод в Лабре официально запустит постоянное производство. Совсем скоро жители и гости республики смогут попробовать и оценить молочную продукцию местного производства. Гугут Савардани, Давид Хашик, Абхазское телевидение. В Гулрыбском районе продолжается масштабная модернизация энергетической системы. С 1 июня специалисты приступили к оснащению счетчиками многоквартирных домов в поселке Гулрыбш на улице Площадь Конституции. Работы на данном участке планируют завершить до конца текущего месяца. Милана Агарба расскажет детали. В Гулрыбском районе активно продолжается установка умных счетчиков электроэнергии. Эти работы начались еще в 2023 году. И с тех пор было установлено более 3100 приборов учета в частных жилых домах. С 1 июня счетчики устанавливают на улице Площадь Конституции, где находится более 300 квартир. Специалисты намерены завершить установку до конца месяца. Люди относятся с пониманием. Работа выполняется великолепно. Более 3 групп задействовано. Так как они выполняют свою работу, люди тоже, конечно, относятся с пониманием. К концу месяца надеемся, что уже будет работа окончена. Инспектор Гулрыбского района Саид Ханагуа отметил, что с установкой счетчиков люди начинают осознавать необходимость оплаты за потребленную электроэнергию и активно интересуются своими долгами. Для улучшения и облегчения процесса оплаты потребленной электроэнергии будет внедрено специальное приложение. Для улучшения и для облегчения оплаты потребленной электроэнергии будет внедряться приложение. Надеемся, после того, как уже будет большинство охвачено этим прибором учета, приложение будет задействовано, и людям уже не надо будет ходить как раньше, мучаться, узнавать свои. Все будет. То есть дома можно будет узнавать свою задолженность, за сколько потребили, также контролировать свой расход и оплачивать электроэнергию. Установка электронных счетчиков ведется по всей республике. По распоряжению президента до конца года должно быть установлено 60 тысяч приборов учета. Милана Агарба, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гулия вышел в свет двухтомный русско-латино-абхазский словарь медицинских терминов. Автором и составителем фундаментального труда выступил герой Абхазии, заслуженный врач республики Аполлон Гургулия. Словарь стал результатом многолетних исследований, предназначен для широкого круга специалистов и призван решить сразу несколько задач в медицине, в образовании и в лингвистике.
Глава администрации Сухума Тимур Агрба провел совещание по подготовке празднования Дня города. Руководители профильных управлений рассказали о планируемых мероприятиях. Утвержденная программа будет опубликована в ближайшие дни. Глава города поручил уделить особое внимание вопросам безопасности, транспортной логистики, благоустройства городских пространств. Тимур Агрба отметил важность слаженной работы всех служб для того, чтобы День города прошел на достойном уровне и оставил у горожан и гостей Сухума яркие положительные впечатления. На День города ожидается приезд глав и представительных делегаций из городов-побратимов, руководителей регионов Российской Федерации и из Республики Южная Осетия. Проект комплексного благоустройства и высадки апельсиновых деревьев на улице Джанаше презентовали победители конкурса управленцев команды Абхазии. Инициативу по благоустройству улицы Джанаше поддержала столичная администрация. Руководит проектом Серафима Хиладзе, участница образовательной программы «Сенеж». Концепцию и дизайн разработали Олег Чезия и Нала Ломия, лучшие ландшафтные дизайнеры по итогам городского конкурса. Презентация стала отправной точкой для большой работы. Приступить к ремонту планируется уже во второй половине этого года. Утвержденный эскиз ляжет в основу детального рабочего плана. Команда синхронизировала свои действия с предстоящей реконструкцией фасада исторического особняка Чачбы-Шервашидзе, что позволит создать гармоничный архитектурный ансамбль. В основе практической части полная замена дорожного покрытия. Также предусмотрена реконструкция существующих лестниц и шлифовка подпорных стен. На улицах появится современное освещение, все лестницы, где больше 3 ступеней, оборудуют безопасными перилами. Идея возникла в первую очередь от того, что я являюсь коренной сухумчанкой. Это мой любимый родной город. И участвовать в его создании уюта и пространства – это для меня большая честь. В рамках обучения мастерской управления «Сенеж», когда я стала финалисткой конкурса управленцев, появилась такая возможность у нас в команде проявить инициативу, подать идею по благоустройству и комфортному пространству одной из территорий нашего города. Ну и возникла тем самым именно высадка нечто вкусного, красивого. Ну и, конечно же, цитрусовые, апельсиновые деревья, которые очень близки к нам по культуре, в первую очередь. Сама улица, она сложна тем, что там большой перепад высот, но, тем не менее, у архитекторов получилось с этим справиться. Мы наблюдали за этой улицей и поняли, что в основном автомобилисты пользуются улицей те, которые проживают в этих домах. Просто вот, чтобы кто-то проезжал по этой улице, такое редко бывает, и поэтому она в основном у нас пешеходная. Как раз таки для этого мы благоустроили улицу материалами, которые будут благоприятны, и среда уже будет комфортная для пешеходов. Жители Абхазии могут принять участие в международной премии «Евразия-2026». Прием заявок уже открыт и продлится до 30 августа. Участвовать могут как отдельные авторы, так и организации. Проекты можно представить в сферах культуры, образования, общественной дипломатии, сохранения исторической памяти, волонтерства или гуманитарного сотрудничества. Премия включает 9 основных номинаций: «Язык мира», «Культурный код», «Мосты дружбы», «Лидер Евразии», «Память поколений», «Голос Евразии», «Яркий старт», «Искусство учить», «По зову сердца» и одну специальную. Призовой фонд составляет 17 миллионов рублей. Друзья, Абхазию и Россию связывает общая история, дружба и постоянное общение между людьми. Мы видим и знаем, как бережно в Абхазии чтут свои традиции, язык, культуру и, конечно, историческую память, память предков. В ОНО «Евразия» относятся к этому с самым большим уважением. Поэтому мне особенно хочется обратиться сегодня к жителям Абхазии и пригласить вас к участию в международной премии «Евразия». Эта премия создана для тех, кто не остается в стороне, для тех, кто работает в культуре, образовании, занимается общественными проектами, помогает людям, сохраняет историческую память, кто работает с молодежью и развивает свои города и села. Я знаю, сколько в Абхазии талантливых педагогов, деятелей культуры, общественных лидеров, волонтеров
инициативных команд. Я лично с вами знакома. И многие из вас делают очень правильные, большие, нужные вещи. И важно, чтобы об этой работе знали не только мы с вами, но и далеко за пределами Абхазии и России. В прошлом году участниками премии стали более 3700 человек. Участвовали 27 стран. Но главное не цифры, главное это вы, ваши идеи, опыт, новые знакомства и возможность получить поддержку для дальнейшей работы. Если у вас есть проект, которым вы гордитесь, расскажите о нем. Подайте заявку на Международную премию Евразия. Я буду рада увидеть среди участников нового сезона как можно больше представителей Абхазии. До встречи на Международной премии Евразия. Мы ждем вас. И в завершении выпуска о погоде. В среду 17 июня в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.